Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Горожане ознакомились с отчетом об исполнении бюджета Инты за прошлый год. В администрации прошли публичные слушания. Безопасность превыше всего. В образовательных организациях провели учения по действиям при террористической угрозе. Интинцам напомнили номер единого общероссийского детского телефона доверия. Активные граждане приняли участие в акции «Автопробеги». Интинцы единогласно одобрили отчет по исполнению городского бюджета за 2023 год. На прошедших публичных слушаниях вопросов к специалистам финансового управления администрации от горожан не поступило. Как доложила Ольга Барабаш, заместитель руководителя администрации, общий объем доходов в прошлом году составил 2 миллиарда 231 миллион рублей. Расходная часть – 2 миллиарда 221 миллион рублей. Профицит бюджета 2023 года – 9,5 миллионов рублей. В течение финансового года 5 раз в бюджет вносились изменения в части его основных характеристик. Бюджет по доходам за 2023 год исполнен в сумме 2 миллиона 231 или 99%. Исполнение безвозмездных поступлений составило 1 миллиард 920 миллионов рублей или 98%. Их доля в общей сумме поступивших доходов составляет 86%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 311 миллионов. Вот это наши с вами собственные доходы, да, чтобы мы понимали, наших собственных доходов всего 311 миллионов. И весят они, исполнение по прошлому году составило 102%. Расходы бюджета за 2023 исполнены в сумме 2,221 или 95%. 69% всех расходов бюджета составляют социально значимые расходы и составляют 1,5 миллиарда рублей. Заработная плата с налогами на заработную плату в нашем бюджете занимает 1 миллиард 375. Фактически 1 миллиард 400 из 2 миллиардов у нас только заработная плата и налоги. Весит она 62%. Проезд в отпуск и обратно, командировочные расходы 18 миллионов и 1%. Оплата коммунальных услуг 6%, 138 миллионов рублей. Ежегодно проводится мониторинг исполнения муниципальных программ, степень достижения целей. В каждой отраслевой программе особое внимание уделялось таким направлениям, как капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий, переоборудование и модернизация, строительство и реконструкция. Важным направлением работы администрации являются мероприятия, направленные на благоустройство и содержание улично-дорожной сети. Объем выделенных средств в 2023 году составил на это направление 88 миллионов рублей. В рамках данного мероприятия было проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, улиц, проездов города. Это содержание и ремонт светофоров в том числе, содержание дорожных знаков, дорожная разметка, содержание и ремонт ливневой канализации, содержание и ремонт остановочных комплексов, прочистка кюветов. В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» и развития транспортной системы был благоустроен пешеходный переход рядом с магазином «Мясная лавка» и установлены металлические ограждения возле спортивной школы «Юность» по адресу Лунина, дом 7. Установлен остановочный комплекс на улице Воркутинская, выполнены работы по содержанию и ремонту уличного освещения, в том числе произведена замена светильников по улице Горького и частично по городу, а также замена столбов уличного освещения по улицам Коммунистическая, Индустриальная. Оборудование содержания ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 6400. На мероприятие по осуществлению внутримуниципальных пассажирских перевозок было израсходовано 23 миллиона рублей. В данное направление входит организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам номер 1, номер 3, номер 5, номер 101. Также пассажирские перевозки в села Вахтовкой, а также пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.
Также остро в городе стоит тема качества питьевой воды. Для того, чтобы обеспечить город качественным водоснабжением, муниципалитет на протяжении последних лет неоднократно направлял ходатайство в республику с просьбой о финансовой поддержке, так как строительство сетей водоснабжения и установка станции водоподготовки стоит более 800 миллионов рублей. И в 2023 году начата огромная работа в этих направлениях. Были заключены контракты на проектно-сметную документацию на строительство станций водоподготовки на головных водозаборных сооружениях города Инты. Это пока только ПСД. ПСД на это строительство весит 84 миллиона 900. Фактически только ПСД пока 85 миллионов. Строительство 15 километров водопроводных сетей водоснабжения, в том числе ПСД, был заключен контракт на сумму 722 миллиона рублей. В этом году по данным направлениям работы продолжены. По обоим этим направлениям, которые я сейчас сказала, ПСД 85 миллионов и вот это строительство сетей 722 миллиона, срок выполнения работ декабрь 2024 года. Ежегодно в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды проводятся ремонты и благоустройство дворовых и общественных территорий. В рамках данного проекта были проведены ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по улице Куратова, 24. Здесь были установлены опоры освещения, скамейки, урны. Приобретение и установка скамеек, ур, а также установка опор освещения по дворовым территориям Бабушкина 3, Мира 13. Благоустройство общественной территории, асфальтирование между 8-й школой и магазином «Адака». Там была тротуарная плитка положена, ограждение, освещение установлено, урны, скамейки. 12 миллионов вот эта территория весит. Территория, которая у нас возле музея на Куратова, общественная территория, между домами 28 и 36 по улице Куратова, и также были вложены плиты и приобретены, установлены скамейки и урны. Итак, территория возле музея весит 8,5 миллионов. Муниципальная программа развития образования самая затратная, включает в себя финансирование расходов 5 учреждений дошкольного образования, 9 общеобразовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования, а также ГУНО и отдела образования. Общий объем расходов составил почти 1 миллиард 50 миллионов рублей, что составляет 47% от общего объема расходов бюджета. В 2023 году в этой области продолжилась начатая ранее работа по переоборудованию, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждений образования. Отремонтированы внутренние помещения гимназии 3. Во второй гимназии проведены работы по освещению территории. Было освещено футбольное поле, спортивная площадка, парковая зона, 1,5 миллиона. Произведена замена деревянных окон, на стеклопакеты были заменены «Рябинушка» и детский сад «Крепыш» 1 300 000. Отремонтирована входная группа «Французы». Произведена замена деревянных дверных блоков на металлические утепленные двери эвакуационного выхода. Здесь детский сад «Крепыш», но здание бывшего детского садика «Рыбничок». Приобретены макеты и оборудование для оснащения кабинетов ОБЖ, приобретены и установлены флагштоки с государственной символикой Республики Коми, произведен ремонт в отделении животноводчества ЦВР, а также приобретен линолеум для замены здания ЦВР. Приобретена посудомоечная машина, кстати, опять французская гимназия 438, и отремонтировано водно-распределительное устройство французская гимназия 433. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» был отремонтирован спортивный зал 10-я школа, финансирование составило почти 2 миллиона 300 000. В рамках данной же программы проведены мероприятия по проведению оздоровительных кампаний детей 3 миллиона 72 000. Все это позволило отдохнуть 1434 деткам нашим. Временное трудоустройство. Детки это 14 до 18, денег 2 миллиона 300 000. Хочется отметить, 325 детей участвовали в этой программе. Оплату труда мы выплачиваем в соответствии с установленным РОТом и к нему районным и северным коэффициентом. В рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта проведен частичный ремонт фасада спортивной школы «Юность». Начата разработка проектно-сметной документации по проекту строительства спортивной инклюзивной площадки на территории спортшколы «Юность», расположенной по адресу Лунина, 7, а также закуплен спортивный инвентарь и оборудование. По программе развития культуры и искусства в 2023 году выполнено большое количество работ.
В рамках реализации данного мероприятия была отремонтирована кровля здания на сцене Дома культуры центральной. Также выполнен ремонт санузлов на первом этаже. Вот из 11 миллионов только вот это направление ДКШ 5126. Выполнены работы по реконструкции и ремонту объекта культурного наследия регионального значения памятник Владимиру Ильичу Ленину. Общая сумма контракта 5700, но частично оплата была произведена за счет средств бюджета 2022 года. Оставшиеся средства в сумме 3 миллиона 462 оплата была произведена в бюджете 2023 года. Приобретены и установлены мемориальные плиты монумента «Слава Клятвы», мемориальные доски при входе на городское кладбище, изготовленный и установлен памятник Кулешову. Сам памятник и постамент, вот именно сам объект памятник культурного наследия без учета благоустройства весит 1 200 000. Само благоустройство вокруг памятника Кулешова составляет 2,5 миллиона рублей. Памятник «Взрыв», ремонт 234 000. Произведена замена оконных блоков здания сельского дома культуры Петру 212, выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям сельских домов культуры 175 и проведены электромонтажные работы в сельском доме культуры Абис. Вы видите, в культуре большой акцент на поддержание сельских домов культуры. Заслушав отчет, присутствующие перешли к голосованию. Он был одобрен единогласно. 20 мая состоялись всероссийские учения, действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства. В 10 часов в каждое образовательное учреждение Инты попытался проникнуть террорист с оружием и взрывным устройством. Где-то преступнику удалось это сделать, где-то, как в лицее номер 1, он не смог даже попасть внутрь школы. Мужчина в маске с оружием и коробкой в руках утром зашел на уличную территорию лицея номер 1. Взрывное устройство он поместил на мусорной площадке и дальше попытался проникнуть в учебное учреждение. Увидев по камерам, что на территорию учреждения проник вооруженный человек, все входы в школу были закрыты. Сотрудники забаррикадировались в кабинетах. После нажатия тревожной кнопки на место прибыла бригада Росгвардии. Стоять, руки вверх, Росгвардия. Оружие на землю. Росгвардия обезвредила и задержала преступника. Теперь было необходимо эвакуировать находящихся в учебном заведении, ведь на территории учреждения заложена бомба. Заложена бомба. Эвакуация в сторону улицы Куратова. Внимание! Заложена бомба. Эвакуация в сторону улицы Куратова. Началась эвакуация всех сотрудников и учащихся, а затем поиск взрывного устройства. Место, где обнаружена бомба, было оцеплено до приезда специалистов. 20 мая проходит всероссийская учебная тренировка по отработке действия работников общеобразовательных организаций при обнаружении взрывного устройства и при вооруженном нападении на образовательную организацию. Учения проходят по всем общеобразовательным организациям, но на базе лицея номер 1 у нас проходит массовая, более расширенная учебная тренировка с привлечением оперативных служб. Так у нас выехала группа захвата Росгвардии для обезвреживания вооруженного нападения и для обнаружения взрывного устройства. Оцеплено все, и дети все эвакуированы. У нас единые вводные – это вооруженное нападение, либо и обнаружение взрывного устройства. Единственное, образовательное учреждение могли выбрать. У нас попадает человек в саму образовательную организацию, и бомба обнаружена внутри учреждений или на территории образовательной организации, и все действуют в соответствии с утвержденным алгоритмом действия в данных ситуациях. Цель учений – закрепить и усовершенствовать навыки педагогических работников и сотрудников охраны по реализации правильных действий, от которых в критической ситуации непосредственно зависят жизни и здоровье учащихся, а также научить этим действиям обучающихся. На минувшей неделе во всем мире отмечался Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи им. В его рамках в Инте прошла необычная акция «Автопрогулка». Организаторами мероприятия выступили специалисты Центра социальной защиты населения и движения первых. В акции приняли участие члены родительского сообщества, родные, любимые и неравнодушные интинцы. Горожане наклеили на свои автомобили номер единого общероссийского детского телефона доверия,
украсили транспортные средства воздушными шарами, флагами и проехали небольшой автоколонной по улицам города. Сегодня общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, движение первых, родительское сообщество «Родные и любимые» совместно с социальной защитой города Инты проводит мероприятие «Автопрогулка», приуроченное к Международному дню детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. В своей акции мы хотим обратить внимание на проблемы детей, подростков, а также предоставить им возможность высказаться и получить поддержку. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, что он может обратиться за помощью, что его проблемы будут услышаны и поняты. У детей и подростков часто возникают ситуации, в которых трудно разобраться самостоятельно. Конфликты, стресс, одиночество. Появляется желание рассказать о себе что-то важное, выговориться, встретить понимание и сочувствие. В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вместе с субъектами Российской Федерации был введен единый общероссийский номер детского телефона доверия. Нашим жителям мы раздаем вот такие вот автомобильные наклейки. Просим приклеить их на автомобиль. Целью нашей акции является информирование населения о службе детского телефона доверия 8 800 2122. Позвонить на детский телефон доверия можно с любого стационарного или мобильного телефона. Каждый ребенок или взрослый может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь, и тайна его обращения гарантируется. Также семьи с детьми могут обратиться за любой консультацией в Центр социальной защиты населения, на базе которого работает отделение социальной помощи семье и детям. В нашем штате есть психологи, они оказывают квалифицированную помощь населению. Не только дети могут обращаться, несовершеннолетние, но также может и взрослое население обращаться. Помощь конфиденциальна, то есть бесплатно можно обращаться несовершеннолетним. Ежегодно на детский телефон доверия поступает 1 миллион звонков. Чаще звонят подростки, которые сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях с родителями, сверстниками или учителями в школе. В год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, и в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, специалисты Центра социальной защиты населения напомнили горожанам об услугах, которые оказывает учреждение семьям с детьми. Особое внимание уделяется интимцам с ограниченными возможностями здоровья. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия с представителями Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты. Заведующая социально-реабилитационным отделением Вероника Чумакова рассказала интинцам, на какую помощь они могут рассчитывать. На базе учреждения работают несколько кабинетов – логопедический, психологический и по адаптивной физической культуре для детей, имеющих инвалидность. Наше отделение занимается социальной реабилитацией семей с детьми-инвалидами, а также взрослых инвалидов и граждан пожилого возраста. В нашем отделении проводится социальная реабилитация по нескольким направлениям. На данный момент у нас есть психологический кабинет, где оказывается психологическая консультация как для родителей, так и для детей. Занятия проводятся индивидуально, и при необходимости мы проводим для родителей групповые занятия. Также у нас проводятся занятия в логопедическом кабинете. Мы занимаемся с детками по различным направлениям. Также у нас проводятся занятия в кабинете по адаптивной физической культуре, где дети занимаются как малыми группами, это по 3-4 человека, да, в силу своих заболеваний и возраста, так и в индивидуальном порядке. На данный момент у нас в группы на занятия приходит примерно порядка 40 деток. Вот. В скором будущем у нас планируется открыть кабинет по социально-бытовой адаптации детей и молодых инвалидов. Там мы будем обучать данную категорию граждан, как правильно себя вести в быту. Иногда, к сожалению, бывает такое, что не все дети, не все молодые инвалиды могут даже элементарно заварить чай. Всему этому мы будем обучать. У нас будут практические занятия, где мы будем готовить простейшие блюда, да, как правильно посуду помыть, как пропылесосить. На данный момент в Инте проживает 132 ребенка с разными группами инвалидности. Ежедневно в социально-реабилитационном отделении проводятся групповые и индивидуальные занятия. Практически ко всем праздничным датам организуются различные мероприятия, конкурсы, мастер-классы, акции и эстафеты.
У нас есть сетка занятий, где, если родители звонят, мы выделяем им время. Занятия все расписаны, но если кто желает, может позвонить к нам по телефону 31925, обратиться, и мы назначим им время, и родители с детьми могут подойти к нам. К 1 июня у нас планируется проведение спортивного мероприятия, где мы будем проводить конкурсную программу. Также у нас будут проводиться мастер-классы. Мы будем проводить занятия, делать поделочки с детками. Вот. Также у нас будет проводиться благотворительная акция среди несовершеннолетних учащихся, да, где детки могут принести нам игры, игрушки, которые уже им не нужны дома, да, а детям-инвалидам они будут, наверное, необходимы. В штате отделения социального учреждения работают квалифицированные специалисты, к которым всегда можно обратиться за помощью, в том числе за анонимной и бесплатной консультацией. Абсолютно все интинские семьи имеют право воспользоваться услугами отделения реабилитации несовершеннолетних. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, если вдруг кто-то из родителей заболел или попал в больницу, или необходимо выехать на учебу в другой город, могут оставить ребенка в центре. Учреждение предоставляет временный приют детям на условиях круглосуточного пребывания на полном государственном обеспечении с 5-разовым питанием. Можно ли ребенка оставить в приюте на время? Просто маме нужно лечь в больницу. И оставить ребенка не с кем. И нужно ли в этом случае быть малоимущей, там, может быть, справку по родственникам какие-то, в общем, можно или нет, и какие условия? Смотрите, мама должна будет обратиться к нам по телефону 308-37 или 319-25. Прийти и написать заявление, что в связи с необходимой госпитализацией мне необходимо поместить ребенка. Все эти услуги у нас оказываются бесплатно, никаких дополнительных справок не нужно, необходимо только свидетельство о рождении, медицинский полис и СНИЛС ребенка. Да? Да. Родители, сделать, да? Это несложно, перечень документов небольшой, и родители... Есть бабушка, но бабушка не в состоянии с ребенком посидеть. В таком случае тоже можно, Конечно, да? естественно, Или да. И справка бабушке нужна? Нет, не надо, не необходимо. Ага. Все, единственное, что возможно, будет необходимо направление мамы на то, что ей необходима госпитализация. Направление, да, или какой-либо другой медицинский документ. А потом забрать ведь никаких... Нет, никаких проблем не будет, естественно. А статуса малоимущей семьи тоже не надо, нет, не нужно. В ходе прямой линии, посвященной теме оказания социально-реабилитационной помощи семьям с детьми, от горожан поступило несколько вопросов. Специалист Центра соцзащиты населения ответила на каждый. В Международный день семьи в Инте выбрали Читу, которая будет представлять город на республиканском конкурсе «Семья. Богатство Коми-края». По мнению судейской коллегии, лидером муниципального этапа стала Чита Артемьевых. Торжественное чествование семьи прошло во время отчетного концерта коллективов Дворца культуры и техники. На главной городской сцене прошел традиционный отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры и техники «Большая семья». В этот раз он был необычным, так как проходил и в год семьи, и в праздник Международный день семьи. Уже не первый год отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры и техники носит название «Большая семья», потому что мы действительно большая творческая семья, которая ежегодно отчитывается о своей деятельности не официально, а для нашего любимого зрителя показывает такой итоговый концерт, который официально завершает творческий сезон. И в этом году, который год семьи, сегодня Международный день семьи, поэтому все сошлось, и тематика выбрана к этому. А еще наш концерт будет посвящен знаменательной дате. 6 июня в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому мы решили объединить так уютно, по-семейному, внедрить сказки Александра Сергеевича и сделать такой театрализованный, красивый большой концерт.
Во Дворце культуры и техники вместе с филиалами, домами культуры «Октябрь», микрорайона Южный и железнодорожник поселка Верхняя Инта работают и творят более 20 творческих коллективов. Мы не в полном объеме, к сожалению, выступаем, потому что наши коллективы все самодеятельные. Мы, так сказать, зависим от человеческого фактора. И он всегда присутствует, и как раз он не всегда позволяет показать нам в полном объеме наши творческие силы. Но сегодня мы увидим вокальные коллективы, танцевальные коллективы, инструментальные, театральные. Большинство, конечно, сегодня будет на сцене. У лука я дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведанных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Дом культуры «Октябрь», конечно же, принимает, потому что мы филиал Центрального дворца культуры и техники. Мы открываем программу гимном семьи. Коллектив «Вокальный республика» поет. Если мы вместе, мы непобедимы, держи меня крепче за руку. Мы неразделимы, крепче стены не найти на планете. Наши родители, дом, наши дети, дай Бог увидеть правнуков, дай нам быть счастливыми. Это самое важное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главное семья. Это первая основа и первый шаг, материться и сердце смешно дышать. Это мы, это ты, это я, главное семья. Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая, но его не стоит путать с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник отмечают только в России, и приходится он на 8 июля, день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православии считаются покровителями брака и семьи. Семья – это источник любви, радости, счастья. Это близкие люди, которые дают вам силы, которые являются опорой в вашей жизни. Я желаю каждой интимской семье счастья, благополучия, чтобы у вас в семье все было всегда хорошо. С праздником! Нет на земле крепче союза, чем счастливая и дружная семья. Семья – это начало новой жизни, это традиции семейные, это продолжение рода. И семья – это наивысшая ценность, которую человек создает сам. И, конечно же, особые слова благодарности хочется произнести многодетным семьям, семьям приемным, семьям, в которых установлена опека, установлено усыновление и удочерение. Низкий вам поклон за вашу любовь, за ваше воспитание, за ваш труд, за ваше терпение. И, конечно же, самой лучшей благодарностью для вас за ваш труд – это любящее детское сердце, это понимание, надежда, которая есть в глазах детей. Молодым семьям хочется пожелать, чтобы они любили, уважали друг друга, хранили и приумножали семейные традиции, чтобы они не забывали близких и родных друзей. И пусть в каждой семье царит мир, покой, взаимопонимание и любовь. В торжественной обстановке на сцене Дворца культуры и техники подвели итоги муниципального этапа республиканского конкурса «Семья богатства Коми-края». В нем приняли участие 4 семьи – супруги Шигаповы, Тягуновы, Веклич и Артемьевы. Поскольку год семьи, то проходит республиканский конкурс «Семья богатства Коми-края». Наш город тоже проводил отборочный этап, муниципальный этап. Он состоял из 2 заданий для семей. Это было спортивное задание, где они сдавали нормативы ГТО, и творческое задание, где они демонстрировали свои
таланты. Победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Семья богатства Коми края» стала чета Артемьевых. Именно они будут представлять наш город в Сыктывкаре. Супруги воспитывают 3 детей, 2 сыновей и дочь. Мама Екатерина работает бухгалтером, а отец Евгений – начальник 20-го отряда противопожарной службы. У них много семейных традиций, они активно проводят время всей семьей. К сожалению, на праздничный концерт семья пришла не в полном составе. Глава находился в рабочей командировке. Традиционный отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры и техники завершил 79-й творческий сезон. Теперь интинского зрителя ждут осенью на новый юбилейный сезон, который будет приурочен к 70-летию Приполярья. Правоохранительные органы информируют горожан о том, что с 20 по 24 мая на территории Инты проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф». Сведения об имеющихся неоплаченных штрафах можно уточнить в УМВД России Интинский в кабинете номер 46 или по телефону 72070, группа исполнения административного законодательства. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.